Доброе утро, Александр. Привет. Что делаем? Заправляемся. Что делаем? Заправляемся. Заправили буксировщик. Взяли запас бензину. Бензин на сегодня у нас 42,19. Сегодня у нас 21 февраля 2019 года. Вот наш ураган. Все упаковано. Все четко. Резиночки, чтобы руль не шатало. Ремешки, чтобы не болталось. Все четко, все стянуто. Едем на рыбалку. Рыбалка 3 или 4 дня. Лучше, конечно, 4, чем 3. Что, тоже в салон? Ой, туда. Вот. Все. Поздравляю всех мужчин с наступающим. Ну а когда вы увидите этот ролик уже с наступившим праздником мужчин, с Днем Защитников Отечества. Наверное, вы уже будете смотреть, это уже будет прошедший праздник. Мы там это отметим в лесу. Едем в лес, едем на рыбалку. И до встречи на реке. Поехали! Ну пока, Невушка. Дня через 3-4, надеюсь, мы увидимся. Загрузились. Все четко. Корыто раз. Ураганушка. Корыто 2. Битком забитая 3 рюкзака. Пила. Буры. Лыжи. Все на месте, все четко. Вот такой вот паровозик. Дорога не топтана. Все заметено. Чего мы боялись, то и случилось. Ну ничего, попробуем пробиться. Будем пробиваться. Снимать, наверное, будет очень и очень проблематично. Так что потом, если что, на перекуре. Все. Встречаемся чуть позже. Рекламная пауза. Везет нам пробиваться, ёк-макарёк, блин. Короче, снега вообще выпало. Вон вообще получается ровно по пояс. Вот этот снег. Буксировщик тонет. Буримся полностью, получается. Едет и едет, но очень тяжело и в натяг. Сейчас я еще попробую. Потому что 3 корыта. Вон какая глубокая колея остается после него. Вон. Получается, корыто полностью тонет. Я аж прямо еду, чувствую, она бум-бум оседает, топчет, но снег очень рыхлый, пухлый получается. И очень тяжело буксу. Сейчас я пробую. Если не сможет ехать, придется отцепиться, топтануть пустым и вернуться за корытами. О! Роется, слышь? Отцепляйся, он сразу зарывается. А? Отцепляйся, слишком снег пухлый. Он зарывается сразу. Не будем мучать. Конечно, хули рвать цепь-то. Проехали нормально, а тут небольшой подъем идет. И подъем уже оно буксует. По ровному оно еще тянуло. Даже вон не выгружались, вот только не будем насиловать. Сейчас, короче, прокатись туда и обратно. Ты покури пока.
лося видел? Меня увидел, сиганул, блин, во, снег какой глубокий, да по хрену ему, блин, побежал как заяц, блин, на. Пропадку лося видел, блин. Снегу вообще валит, я считай, еду как катер, у меня вот так вот этот пухляк раскидывает, блин, корыто только пум-пум, ну утрамбует, видать, блин. Там на открытом месте развернулся по целяку. Вот снега, блин. Ничего, ты пошел, даже не слезал, блин. Специально померил, блин. Ужас. Ужас, а не снег, блин. Почти до реки доехал. Теперь что, разворачиваемся? Бляха, вот видишь, если бы не подъем по ровному, то он идет, нормально идет. Как бы тяжело, но идет. А нахрена мучить лишний раз, блин. Так хоть топтанули, да. Теперь уже попрет по своему следу-то. Все, теперь переворачиваем, как Распутина, блин. И вперед. Сидит, балдеет. Ну что, мы кое-как развернулись. Снегу реально по пояс. И вот сейчас мы этот подъем, который не смогли ехать груженными, попробуем поехать так. Да он не надо пробовать, он сейчас просто даже вот как... Да, попер нормально. А по целяку подъем груженным не захотел идти. Корыто упирается, и он просто зарывается. Тут затяжной подъем и глубокий снег. И даже урагану тяжело с грузом ехать. А один вот я сейчас оттоптанул, один он херачит только в путь, блин. Он как катер просто по воде. Снег по сторонам раскидывает и прет. О. Вон какой затяжной длинный подъем. Это еще ну, он теперь уже по своей дороге он. Вот так вот туда-сюда прокатился, топтанул. И уже пофиг, сюда хоть целый вагон прицепов цепляет. Целый железнодорожный состав получится и едет. А по целяку подъем не хочет. По ровному он шел. Мы сколько километров 10 по ровному, наверное, проехали, получается, до подъема. А подъем, все, первый подъем и... Ладно, сейчас доедем до следов лосиных, я вам покажу, где я лосика видел. А вот это следы лосяшкины. Лосяш вот здесь вышел, получается. Вот он вышел прямо на буранку. Вышел, то есть буранки здесь не было, это я топтанул. Сейчас, если получится, засниму. Это я смотрел, вот он здесь прошел. Он свежаком полностью. Свежак. Потом он здесь пошел по профилю. Шел по профилю, видать. Я его заметил буквально на секунды 2, наверное. Он стоит на профиле, смотрит в мою сторону. И как сиганул направо. Сейчас покажу следы. Короче, справа вышел, справа зашел. Он здесь недалеко стоит. Была бы лицензия, да, сроки охоты, можно было, вот, и здесь он, получается, побежал. Вон какие шаги большие, видишь? По 2 метра херачил, блин. Пофиг, сугробы, не сугробы, вон. И пошел вон туда. Короче, он здесь, в этом квадрате, недалеко получается. Вот так-то. Лосяш есть. Не всех еще перебили, и это радует. Едем дальше. Нормальный. У нас тоже доехал до того места, где развернулся, где я протоптал. Теперь попробуем проехать по целяку. Экшн-камеру доставать не буду, так как она в рюкзаке. Попробую снять и одной рукой, если получится. Вот
тут я уже разворачивался по целяку полностью. Попробуем. Блин, одной рукой-то. Одной рукой тяжко рулить. Тяжело, но прет. Едет, родимый. Едет ураганушка. Как-то вот так мы и едем. По ровному он прет по целяку, потому что старой дороги даже практически не видать. Он просто тупо плывет по этому пушистому снегу. Красота. Пешком бы нам пришлось потопать. Ого-го. А как он? Пустяки. Еще пустики. Ну как вы все видели сами? Вот так вот, два корыта и прям по целяку. О. А, кстати, еще я вам скажу, компания Ураган дает 4% скидки по промокоду Коми-Рыбак. Если надумаете покупать, укажите в заказе промокод Рыбак Коми, правда они сказали. Или Коми-Рыбак, Рыбак Коми, без разницы. Вам будет 4% скидки. Так что смотрите сами. 4% со 100 тысяч, 4 тысячи тоже на дороге не валяются. Ну а мы едем дальше. Пока выключаемся. Приехали! И сегодня даже время не 2 часа, а еще день пока, так что мы сегодня еще успеем порыбачить. Ура! 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 Вот он, момент истины. Саня наливает. И Саня это может делать, потому что остановились на первом месте, пробурили с десяток лунок, закинули первые удочки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Первые 6 удочек. И даже у нас есть уже есть результат. Так, не упасть бы. Вот они. Вот они, вот они. Два красавца Хариза уже клюнули. И это здорово. За это надо выпить, а мы не возражаем. Ура, ура, ура. Так что вот так вот. Так, давай рюмочку Баянаю нальем. Иди, наливай сегодня ты. Ты поймал первую рыбу, сами наливай. Будь здоров. Вот так вот. Ну, теперь заклюет. Теперь точно заклюет. Настроение во. Правда, очень много воды под снегом. Вот. Вода, вода, везде вода. Просто хлюпаем, ходим по воде. Ураган потихоньку сверху едет на малых оборотах. Ну давай, Саш. Наконец-то мы месяц спустя, даже больше месяца уж прошло. Наконец-то мы опять на нашей любимой реке. Будем здоровы. И за ваше здоровье, рыбаки и рыбачки. Будем.
Ах, черемуха белая. Вкусно. Очень вкусно. Просто замечательно. Рыбацкий напиток — это вещь. Голимая черемуха. Только крепкая. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Кто-то ходил, или лиса, или волк. Вон, чьи это следы? Кто-то ходил. На обед сегодня у нас жаркое из макарон, мясо, гуляш. Время обеда. Сейчас пообедаем. Попробуем обловить эту ямку. И вперед. Пока выключаемся. Рекламная пауза. Клюет-то клюет. Я камеру включаю. Это тут блесна. Опа, опа, ушел. А нет, не блесна, мормышка. Была поклевка, и он ушел. Вот только баянаю налили, и сразу последовала поклевочка. Но был сход, обидный сход. Мормышечка маленькая. И был сход. Жалко. Укололся хорошо, вес был такой нормальный. Такой середнячок-хорезок был. Вот такая вот маленькая мормышечка у меня. Типа продолговатой капельки. Раньше она была золотистая, правда уже вся выцвела. Теперь она больше похожа на серебряную, чем на золотую, но рыба на нее клюет. То ли ребрышки на ней делают какие-то блики. Вон какая-то поклевка была. О-о-о-о. Ну, это походу мелкий, потому что очень осторожно берет. Сейчас посмотрим. Что-то он не хочет. Что-то он въеживается. Ну давай клюй, что ли, кушать надо идти. На стоячку тоже не хочет. Все, обед закончили. Душевно пообедали. По пару стопочек накатили. Все прекрасно. Живот полный. Можно дальше теперь до вечера точно. Калорий набрали. Блин. Все. А такая хорошая поклевка была. Но он зацепился, скорее всего, укололся. Че, поехали. Поехали дальше. Точно лось ходил тоже по реке. О, дерево упало. А этого дерева не было, тогда упало. Че, рискуем по перекату? Постам уже смотреть не хрен будет. Ладно, Саня сказал, посмотрим. Тут был перекат, тут все открыто. Ну, дай бог не провалиться. Вроде, ну здесь уже нормально, более-менее лед. Вот, доехали еще до одного места. Фу, и опять все заново, и опять все по новой. Опять мы на опасном месте. Санька оставил пробовать, бурит лунки. Сейчас будет пробовать. До сюда мы доехали. Ну а вперед опять все пешней. Опять все проверять, все по новой. Опять по новой делать дорогу. Опять вокруг везде все открыто.
Я так думаю, хоть немножко... О, о, о. Льда тут нет, Сань, смотри. О, и глубина хватает. О, только снег и все, больше ничего нету. О, снегом растопило, все. И глубина, и течение. Глубина где-то около метра. Вижу камни, рыбу не вижу. Вот это из-за всего этого чертова снега. Вон. Если бы снега не было этого, а вот снег не дает замерзать. О! Вот это все открыто. Ну хоть так видно, что открыто, блин. А то снегом замело и хрен что видно, блин. Так, пешню не цепляем. О, тут все тоже открыто. О, где мы ездили? Провалилось. О, провалилось, но подмерзло. Лед тонкий, но держит. Сейчас повтыкаем его, чтобы вода выступила, чтобы этот снег пропитала. Тут мы проедем, наверное. 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 Блин, только месяц назад здесь сделали дорогу. И все опять замело. Так, здесь пока... Тут под снегом льда нету. Тут под снегом вода. Небольшая корочка есть. И все. Так, самые опасные места. Если раз проедем, этот снег прижмется. Вот тут вот была вода, но здесь подмерзло немного. Это хорошо. Так. Если мы разик проедем, лед намерзнет и будет хорошо. Главное разик проехать, прокатиться нормально, чтобы никуда не забуксовало. О, а здесь нету льда. Все. Все. Вот тут вот половина была. Она так есть. Так пусть лучше ее видно будет. Вот. Видите, тут снег, тут нету льда. Тут снег. А глубина тут... О, хватает. Выше колен. Утонуть ты не утонешь. Но искупаться искупаешься. И вот тут все такое. Вот где эти впадинки, там просто снег, а под снегом вода. Так что нам главное разик проехать. Снег будет плотный, сырой. И там все намерзнет. Только разик проехать. Ой, еще одно дерево упало ветром. Этого дерева не было месяц назад. Вот этот лед мне нравится. То есть здесь все было сыро, морозами прихватило, и красота. Стало все сухо. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Вот это... А вот это уже мне не нравится. Вот возле этих деревьев постоянно вот такая херня, блин. Тут мы должны проехать, в принципе. Вот это мне опять нравится. Ладно, Саня, я до конца схожу, посмотрю. Потом, если что, на буксе поедем. Поклевки были? Поклевок не было. Ладненько. Там еще одно опасное место пройду. Если я его пройду, значит мы здесь проедем. Вот тут вот перекат. Вода верхом пошла. Снег полностью пропитался.
И теперь здесь нормальный, более-менее нормальный лед. Вон, главное вот этот перекат еще пройти, все. Льда уже нету. И здесь в прошлый раз, что вот здесь вот справа все было открыто, что вот здесь слева все было открыто. Опа. Мама. О. Воздух пошел. И льда нету. Смотрим глубину. Вот так вот. Льда нету. Мама трещит. Назад. Вот так вот. В прошлый раз мы здесь ездили. Лед был. Сейчас его нет. Берем левее. Тут тогда было открыто. Ага. Короче, где было открыто, теперь там лед. Получается. А вон, где было... Где мы ездили, теперь там вода. Все наоборот. Короче, вон, здесь льда нету. Где немножко снега есть, льда нету. Где была вода, там замерзла. Ну, это льдом, конечно, сложно назвать. Протыкается с одного раза. Но пока идем. Вот этот опасный перекат. Вот здесь вот, вон, где мы в прошлый раз тогда вот здесь ехали, уже нету льда. И там нету. Вот где сугроб, там открыто, вон. Все, там нету вот. Там все открыто. Надо хоть обозначить, что здесь открыто. А так вот не знаешь, едешь и приедешь. Все открыто. Видишь, снегом все замело. Была, может, возможно, тонкая корочка льда. Все это замело. И все. И теперь здесь очень и очень опасно. Вон. Везде слева протыкается, справа протыкается. Лед весь дрожит. Что-то чувствую, что сейчас скоро провалюсь. Протыкается, протыкается, протыкается. Чуть-чуть держит. Здесь нет. Здесь нет. Все. Вроде прошли. Вот так вот. Короче, это очень опасное место. Оно еще и с поворотом. Но если раз проедешь, снега будет меньше. Подмерзнет хоть. Если ездить не будешь, завтра, послезавтра, при первой же оттепели, здесь уже будет все открыто. А так хоть немножко, может, льда будет. Не знаю, видно, не видно. Но сейчас была такая поклевка, вон, обломала крючок. Вот такая вот мормышечка была у меня. Зеленая. С красными глазками, спинка черная. Я даже не понял, или рыба оборвала, или об лед зацепился. Ну, короче, тянул и не вытянул. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу новую мормышку. Вчера купил. Так, где у меня снасти-то? Тут, наверное. Вчера сходил в местный рыболовный магазин.
Там такое ощущение, что не рыболовными мормышками торгуют, а ювелирными изделиями. Ёпрст. Что не мормышка, так 100 рублей. Ну я что, я купил за 100 рублей мормышку. Не знаю, сейчас я вам покажу свое богатство. Это то есть малая часть моего богатства. Народ ходит, сунут спичный коробок 2-3 мормышки и все. У меня здесь чего только нет. Куча мормышек всяких. Вот это вчерашнее. Все здесь, все. Балансирчики, мормышечки, всякие. Леска запасная, крючки. Очень много всего. И чертиков, и бананчиков, и дельфинчиков, и ящериц. Кого только нету, вон. Много-много всяких разных, красивых. Вон такая же одна есть точно, которую оборвали. Но мы это не будем, мы поставим вчерашнюю 100-рублевую мормышку. Продавец уверял, что на нее хариус клюет хорошо. Сейчас мы это и проверим. На 100 рублей это еще бы не клевал. Он купил мормышки. Вот это стоит 100 рублей. Вот это. Ничего не обычная букашка. Сверху золотистая. С внутренней стороны черная. Белый шарик болтается тут. Ну и еще вот красная фигнюшка какая-то. Такс. Это сюда. Мои года, мое богатство. Блин, а что делает, а? Смотри, что делает, а? Вот такого. На, кушай опарыша. Приятного аппетита. Иди поплавай. Поплавай, сынок. Поплавай, мой хороший. Вырасти. Большой-пребольшой. Ты мне такой не нужен. Короче, на новую мормышку клюнул мелкий харюзок. Все. Выпустили. Он всем рассказал, что сидят здесь двое. С удочкой. А? Сейчас дальше пробурю, прискочит к тебе. Думаешь? А, видишь, какой-то... Опа, блин! Вот это было уже потяжелее что-то. Вот всегда так. Как что-то потяжелее, так и срывается. Как что полегче, так вот. Опа. Ну, этот друг тоже. Я тебе опарыша уже не дам, но отпущу. Что-то детский сад, блин. Что за детский сад? Что-то ты пробурил, никто сюда не пришел. Слишком далеко ушел, наверное. Не, так же. Че, мы здесь тормознули, дальше не поедем пока? А, едем? Еще не половили, да. А, плюс обурим? Ну, до следов можно пойти. Ну, Видишь, хорошо. вон, где заканчивали. Ну, давай еще одну поклевочку, да выключимся, что ли. Ну что, рискнем? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Кто не рискует, тот не купается. Утонуть-то не утонем, но искупаться можем. Ага. Ты-то нет, если я плюхнусь, ты-то выплывешь. Ты не успеешь до полыни. Корыто они утонут, блин. Ну что, с Богом. Все тает, потеплело. Где заморозки? Вот когда они нужны, их нету, блин. Везде вода. Катаемся по воде.
проехали. Здесь тоже проехали. Так, осталось еще один злостный перекат. И нормально. Если его проедем, то должны доехать. Видишь, в чем фишка? Мы тогда прямо ездили. Сейчас прямо льда нету. Справа вода уже, но снег тоже вода. А тут лед твердый, здесь открыто было. Корыто-то не поворачивает на твердом. То есть ты повернешь, а ты можешь прямо улететь в эту полынью. Вот я сейчас кое-как вывернул уже, блин, потихоньку. На скорости сразу в воду улетишь. А прямо что-то стрёмное мне, блин, я протыкаю, сразу протыкалась. В прошлый раз-то прямо тут ездили. Вон, видишь, под снегом все тут открыто. А тот раз, где открыто было, сейчас там замерзло вот это, блин. Где пешком прошелся, там уже проедешь. А тут только вода может быть, вот это да. Вот и доехали до еще одного заветного местечка. Пробуем здесь? Пробуем, а что? Там сыро может быть, здесь хоть развернуться пошире. Сань. На прошлой рыбалке порвал все провода. И там порвал, и здесь порвал. Теперь вот глушу только так. Вроде на сухом стоит, да? Да. Ну что, пока выключаемся до первой поклевки. Вот, пробурил одну луночку. Сейчас проверим, что нам скажет новое место. Так, глубина здесь не очень. На новом месте тишина. Мне нравится, когда вот только пробурился и сразу бац, вот это красиво. Но сейчас, видать, еще не то время. Так, ладненько, нацеплю свежего опарика. Что-то 100-рублевая мормышка ни хрена не хочет ловить. Че у тебя, как дела? Поймал? Нет, Санька тоже не поймал. Санька сразу ушел на свое заветное место. Понравилось ему там в прошлый раз. А я все никак не верится мне, что здесь рыбы нету. Потому что в прошлые года я здесь ловил рыбу. И довольно неплохо. Не может же быть такого, чтобы... О, была поклевка. Так, смотрим. Опа, вот он. Вот он, красавец-хорюзок. Он, конечно, не крупный, но и не мелочь. Пойдет сегодня на сковородочку. Так, нормально. Ну что, повторение будет? Это здорово. Первая лунка. И сразу джиган. Жиганчик. Так, оставляем мы ее ловить, а сами пойдем дальше бурить. Сейчас мы это все обурим. Проверим. Саня говорит, пойдем дальше. Как пойдем, если не проверили? Обязательно надо проверить. Ладненько, пока бурим, выключаемся
Не теряем надежды. Лед уже толстый. На плесах, на ямках толстый, а на перекатах его вообще нету. Вон, друзья, вот он. Камера была выключена. Попался еще один. И следом вон на 100-рублевую мормышку вон такой красавец. Вон такой красавец Хариус, вон. О, красавец. Вот это уже зачет. Вот это уже по-любому зачет. Здорово. Пока камеру я кричал, чтобы она включилась. Что-то она реально тупит на морозе. Дома отдаю команды голосовые, она сразу включается. Здесь не хочет на морозе. Так. О, что-то еще поклевка была вроде бы. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. О, четвертый. Четвертый мой хороший. Ой. О, а Саню послушал бы, ушел бы туда и не поймал бы ничего. Нет, поймать-то, может быть, поймал. О, пятый. Саня, пятый. А? Главное, только рыбачил здесь. Ничего не было. Вон, еще. Одного поймал и все. Пошел буриться. О, шестой. У меня хоть съемка идет. По идее, это GoPro должен слушать все команды. Ну вот, пока кричал ему команды, рыба ушла или кончилась. Вон 3, 4, 5, 6. 6 харюсков с одной лунки. Но одного можно смело назвать уже хариусом, вот этого. Вот этого красивого можно смело назвать хариусом. Видать, что есть, оно берет. 100-рублевая мормышка себя купила уже, Сань. О, очередная новая лунка. И очередной джиганчик новый. Короче, надо буриться. Там на... О, клюет, 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 клюет. Клюет на червя. На червя клюет. Короче, тут блесна была и червяк. Он клюет. Вот так. Ой, блядь. Сошел. На червяка клюнул. На большую блесну. И ушел. Еще возьмет, нет. Навряд ли. Надо было мне сразу поправить. Видать, он его растянул уже. И не успел проглотить. А за крючок мало зацепился. Червяк, с одной стороны, хорошо на вставные, но с другой стороны не подсекается он на червя. Он пока его заглатывает, надо подождать, чтобы заглотил, попался, а потом уже вытаскивать. Короче, пусть стоит. Блин, взял только, отпустил хариуса. Хороший, видать, был. Которые уходят, они все хорошие. Укололся хорошо. Поклевки есть. И это радует. Вот новая поклевка. Ой. Новая лунка. Хотя бы в каждой лунке по одному хариусу, и то хорошо. Не хочет. О, там на червя у нас опять клюет. Клюет на червя. Ну давай, давай, жуй, 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 глотай. Жуй, 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 глотай. Блин, нет. Не успел. Ну, жуешь ты, нет. Ну, о, есть. Есть, есть, есть. Есть, красавец. Молодец. Молодец. Все-таки взял на червя. Вот на такого червячка. О, он его обсосал и всего уже.
Ничего страшного. Сейчас мы сюда еще опарыша кинем сверху. Посмотрим, может еще есть. Червя, оказывается, тоже берет. Не взял вставные удочки, думаю, зачем они нужны? Мороз минус 20. А он как потеплело. Можно было навтыкать и навтыкать на червей вставные удочки, и они сами себе ловили бы. Ну и ладно, и так хорошо. И так замечательно. Здорово. Только что был обидный сход. Около часу поклевок не было. Обурил весь плес. Начал передвигаться выше по течению. Пробурил 3 лунки вдоль берега отсюда, вот в стороне от плеса. Был хороший удар и обидный сход. Ударил хорошо. Ладно, мы сюда к тебе еще вернемся. Проверим эти 3 луночки, пока камера включенная. Очень долго включается камера, я не знаю почему. На морозе голосовые команды вообще не выполняют. Дома в тепле говоришь, он сразу включается. О, была поклевка. Друзья, была поклевка. Давай. Оп, давай, 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 давай. Вот он. Вот он, жиганчик. Пойдешь ты сегодня на жарежку. Или пожарим, или посолим обязательно. Но свежатинку в лесу мы обязательно попробуем. Дома это одно. А в лесу покушать рыбки только что пойманной, это вообще наслаждение. Это блаженство. Вкус. Вот жалко, что не передается запах. Вот руками потрогал хариуса, и все, такой аромат идет. Кто-то говорит, огурцами пахнет. Да не огурцами, он харисом пахнет. Фигня все это, что говорят. Огурцы, не огурцы. Кабачки еще, скажите, пахнет. Да нормально все. Пахнет он хариусом. Не успела GoPro включиться опять, как всегда. Вон такого красавца. Синенького. Синенького. Опять же новая лунка. Он пробурил новые лунки, пошел по лункам. Ладно, дадим ему успокоиться. Пойдем к другой лунке. Санька уже умотал куда-то вперед. Так, свежая лунка. Что нам скажет? О, здесь глубина поглубнее, поглубже. Значит, и рыба покрупнее. Возможно. Ну, ударь. О, ударил. Давай, 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 давай. Давай, золотой. Давай, мой хороший. Что-то не очень-то он покажет, что он есть, и все. Ну вот после долгого перерыва опять сейчас прошелся по всем лункам, пробурил дополнительно. Еще лунок 20, наверное. Опять было тихо, я уж думал, все, тут раз, два. Вон 2 хорюска, один за одним. Вот что это такое? Только что, ну, часа полтора до этого я здесь ходил, его здесь не было. Ни одной поклевки не было. Тут бац-бац, один за одним. То ли подошли, то ли еще что. Не пойму я, что за фигня. То клюет, то не клюет. То еле-еле они выходят. Еле потюхивают. Эти сразу бац-бац. По-разному. И все это. Время уже, наверное, 4 час. Скоро начнет темнеть. Не знаю, сколько осталось заряда батареи на камере. Ну, сколько хватит, столько хватит. Пока не села, скажу одно.
Заезд, считаю, удался. Первый день рыбалки. Я доволен. Так, была поклевка на червя. Ну как червь. Червяк на конце. Опарыш. Бутерброд. Один раз клюнул и все. Сейчас мы нацепим нового червя. Живого. Это опарыша все уберем. На червя мы сегодня уже поймали одного здесь. Хорюска. Так. Где наши червячки? Вот сейчас вот такой тоненький подвижный хвостик. Цик. Цигель-цигель, ай-люлю. Цигель-цигель, ай-люлю. Так, раз. Два. Вот он так шевелится. Ну, против такого навряд ли он устоит. Ну, давай. Кушай на здоровье. Оставим. По-любому подойдет. Ну вот и подходит к концу первый день нашей рыбалки. День заезда. Ну, можно сказать, удачный день. Несмотря на то, что мы полдня потеряли на заезд, по новой пробивали дорогу, нам удалось немного побуриться, порыбачить. И вот итоги сегодняшней рыбалки. Порадовал вот этот красавец, конечно. Он самый крупный на сегодня. И вон остальные тоже. Один такой же сошел. Прям в лунке я видел, вода поднялась и сорвался. Примерно такой же был. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот 17 хорюсков. Ну, дно корыта почти закрыли. Но осталось совсем немножко, вот так вот, и будет нормально. Ну а теперь собираем удочки и в нашу землянку. Будем готовить дрова, будем готовить ужин. Сегодня на жареху пару штук, пусть штук 5, наверное, на сковородку, да, сделаем жарешку сегодня. Или солить будем малосолочку. Что лучше? Ну посмотрим, это мы сейчас приедем на место, почистим их и сделаем все пучком. Целый день шел снег. Вон. Ну ничего, нормально. Главное, чтобы сильно не потеплело, остальное будет все нормально. Так что пару минут включимся еще в избе. А на сегодня с рыбалкой, можно сказать, закончили. Нормальная рыбалка, нормальный день, все нормально. Встречаемся в избушке. Готов? Поехали! Поехали, поехали, поехали! Главное перекаты проехать. Что Санька делает? Как обычно, рыбу солим. Что, сегодня места нет, да, где? Да. Чуть-чуть перебор получилось. Полная чеплашка. Сейчас будет скоросолочка. Скоро будет ужин.
Что у нас сегодня будет на ужин? Макароны с мясом. Макароны с мясом. Еще макароны с мясом. Руки. Самое главное сегодня на ужин у нас будет рыба. Все, пускай. Камера потеет. Солится. Все, сейчас немного пару штрихов и все будет готово. И сядем ужинать. Ну что, друзья, вот и время ужина наступило. Все второстепенно. Главное вот. Больше килограмма, наверное. Нет, конечно. Свежачок. Скоросолка, все. Пробовали, просолилось, все хорошо. Рыбацкий напиток. Ужин, изба. Землянка наша потихоньку согревается. Скоро будет тепло, уже разделись. Приготовили дрова. Приготовили покушать. Сейчас плотненько поужинаем. Прогреем землянку полностью. И спать. Ну а пока приятного аппетита. И за сегодняшний улов. Сегодня был отличный улов. День доезда. За вас, рыбаки и рыбачки. За нас, рыбаки. Дай Бог всегда, чтобы на столе была свежая рыба. Будем. Хорошо. Ложку заберешь? Хорошо, когда пьешь, не спеши. Вот он, момент истины. Как Рома говорит, у меня сын. Хариус, если 2 дня просаливается, это уже не хариус, типа. Это, говорит, уже вы рыбу испортили, ешьте, говорит, если вот именно что посолили, свежепросоленным. А, сразу, да? Хотели пожарить? Что-то подумали. Надо съесть сначала то, что с дома привезли. Потом уже будем жарить, если продукты закончатся. Кстати, я сомневаюсь, что они закончатся. Почему-то всегда так кажется первый день. Так много продуктов, да? Не. На последний день просто. Последний вечер уже будет. Будем уже. Вкусняшка. Там 2 хариуса, 3 хариуса было с икрой, да? Так что кому-то попадет. Не, это хариус, икра вся расплылась. Да? А, пока взбивал, ну понятно. А. Так что на донышке потом будем. Не, говорю, надо было сразу, естественно. Потом хлебушком. Рассольчик. Я даже не хочу портить вкус рыбы. Макаронами. А еще я хочу вам показать, что у нас есть. Это вот. Вон, друзья. Не видно будет, наверное, надо вытащить одну и показать. Вот теперь, надеюсь, видно. Это трубочки с вареной сгущенкой. Моя супруга всегда... Традиция такая. Как она трубочки мне в лес испечет, сделай трубочки. Рыба клюет. Ну а когда забудет или там что-то нет, закончились там яйца или маргарин там или еще что-нибудь. Ну, бывает такое, что не сделала она трубочек. Ну как обычно клёва нет, так что как ни крути. Бывает иногда лень, бывает. Как ни крути, вот когда вот такие вот трубочки, знаешь, какие они вкусные, вообще обалденные к чаю. Это не надо никаких печенюшек, ничего, вон, вот такие вот трубочки вкусные. Аромат такой вообще обалденный. Вот. Тем более они сегодня доехали хорошо, не помялись, обычно они, к
чаю. Это нам на 3 дня по-любому хватит. И вот, когда она трубочки печет, рыба клюет. Сегодняшнее доказательство. Так что, Валентина Васильевна, почаще мужа отправлять с трубочками. И будет он приезжать с рыбой. Рома сейчас будет смотреть этот ролик в общаге. Скажет: а, малосолка. Ничего, Рома, приедешь, мы с тобой еще сгоняем. А получится, я приеду заморожу специально, чтобы не солить. Я отправлю тебя, если получится с кем-то в общагу, ты там сам сделаешь малосолочку или строганинку еще лучше. И будешь кушать. Я надеюсь, если так будет клевать 3 дня, то нормально. Но надеюсь, что будет клевать, потому что не знаю, далеко ли мы уедем, потому что воды очень много на реке. Потихоньку по своей тропе-то мы еще сегодня ехали, хотя ее уже не видно, все уже под водой. На тропе вода, сверху снег. Ну, хорошо букс придавливает. Тепло, тепло. Вот сейчас вот градусник посмотрел, который оставлял здесь. Минус 2 градуса всего. Мы как приезжаем в лес, так и теплынь стоит. А хотя я смотрел, там было, блин, ночью минус 18. Да вчера еще 20 было. 24 было утром. А сегодня минус 10 уезжали. Уезжали минус 10, сейчас минус 2. И снег идет и идет. Да. Все фигня, лишь бы рыба клевала, пусть. Погода. Раньше я записывал давление, направление ветра, фаза луны. Все записывал, где рыбачил, сколько ловил, в какую погоду, в какое время, в какую фазу луны, все постоянно записывал. Чтобы что-то где-то совпало. То есть ветер, луна, вот сегодня клевало хорошо, да. Второй раз идеально вот то же самое, да, и фаза луны совпадает, и ветер совпадает, и все совпадает, температура, давление, все совпадает, о, не клюет. Иногда наоборот, вот не клюет в этот день, другой раз такая попадает, и клев отличный. Никакой определенности я в течение, наверное, 10 лет записывал. Ну не 10, когда, с 11 года начал записывать, когда у меня компьютер появился в 11 году. Начал вот это смотреть, интернет туда-сюда, записывать, все, следить, это тетрадь у меня все, сколько поймал, какая погода, какое направление ветра. Давление сегодня низкое, Ну, рыба же ловится. Ну, я Снег говорю, валит, ветер дует. был день такой у меня, я уже, повторюсь, уже говорил, наверное. Целый день шел снег, ну так потом дождь пошел. Рыба так себе клевала. После обеда она просто убойно херачила. А я так понимаю, что это, по ходу дела, волки шли по воде. А, по реке-то? Что-то следы слишком такие здоровые, блин. Может быть? Ведь причем пара шла, не один вид. Угу. Потому что они расходятся, опять вслед сходятся, опять расходятся. Вот А так я вот. же снял, кстати, да, вроде там. Да, что-то снимал тогда. Так что кто знает, чьи следы. У нас из нас следопыты. Потому что лось, видал, там спускался, опять уходил. Они тоже по следам нюхали, видимо, следы, поднимались туда, выходили. Снег-то глубокий, может быть, пытаются загнать. Ну что, давай еще по маленькой. И будем выключаться. Давай. До завтра, друзья. Завтра скажем добрым утром. Подъем где-то у нас 5. Как встанем. Как встанем. Подъем у нас как встанем. Обалденно. Пусть землянка, пусть убогая, пусть холодная. Мы в лесу, мы на природе, это главное. Люблю месяц нас не было. Будем. За нас с вами. Если кто-то думает, что мы пьем спиртные напитки, глубоко ошибаетесь. Это рыбацкий напиток Energy Go. Energy
То, гоу, как у меня Рома Гена говорит. Йоу, йоу. Почему так Гена говорит? Потому что я репер. Репер? Йоу, папа, йоу. Репер он. Выключаемся.